Добрый день, уважаемые родители, будущие родители. Мы рады вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре под таким красивым названием «День семьи, любви и верности». Меня зовут Вердова Марина Владимировна. Я являюсь сотрудником Коми-Республиканского института развития образования, методистом Республиканского консультационного центра, в рамках которого организован сегодняшний вебинар. В качестве эксперта у нас сегодня Попова Ванда Цветановна, методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности, специалист Республиканского консультационного центра. И прежде чем дать слово Ванде Цветановне, хотела бы вас познакомить с информацией следующего содержания. Коми-Республиканский институт развития образования разработал специально для родителей и детей портал «Досуговая занятость», в котором заключены различные досуговые мероприятия федерального, республиканского и муниципального уровней. Портал дает возможность планировать досуговую занятость детей в летний период 2020 года. Здесь вы найдете много нового и интересного от IT-технологий, виртуальных экскурсий, научных экспериментов до веселых танцев, мастер-классов и кулинарных рецептов. Пройдя по ссылке, указанной на слайде, вы попадаете на портал «Досуговая занятость». В левой навигационной панели перед вами фильтр поиска, где, задав интересующие параметры, вы найдете необходимую информацию по досуговой занятости. Событийный календарь портала постоянно пополняется новой полезной информацией. Можно найти любое мероприятие, которое проходит в Республике Коми. Мы очень надеемся, что портал «Досуговая занятость» будет для вас полезным, информативным, поможет грамотно и с пользой провести свободное летнее время. Итак, мы начинаем наш вебинар. Ванда Цветановна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать на нашем вебинаре, посвященном замечательному событию, празднованию у нас в государстве, на государственном уровне, праздника Дня семьи, любви и верности. Этот праздник не только событийное такое вот явление, но это и новый праздник, к которому мы еще только привыкаем. И, можно сказать, прекрасная традиция, которая уже сегодня развивается, она основана на наших традиционных духовных традициях и ценностях. Я надеюсь, что сегодня наша встреча, она будет продолжением той темы, которую мы с вами уже знаем, не раз уже встречались с вами на вебинарах, которая была посвящена теме «Как любить ребенка». И духовно-нравственный аспект, естественно, он является основополагающим в серии наших вебинаров. Мне хотелось бы сказать о том, что вообще тема супружества, тема любви, она на сегодняшний день является очень актуальной, очень такой злободневной. И я сегодня предлагаю вам познакомиться немножечко кратенько с историей этого праздника. Ну, во-первых, каковы же истоки? В нашем образовательном пространстве не так много, наверное, праздников, которые имеют духовную основу. Я надеюсь, что мы с вами помним о том, что у нас есть в мае месяце, 15 мая, тоже Международный день семьи. И каким-то образом мы этот праздник тоже отмечаем с вами, учитываем, что это международный праздник, в основе которого тоже лежит наши семейные традиции и ценности. И я, опираясь на концепцию духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, говорю о том всегда, что безусловной ценностью семьи, как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации и Отечеству, это основа нашей концепции духовно-нравственного воспитания. Посмотрите, пожалуйста, вот какие замечательные ценности в ней утверждаются. Семья, любовь, верность, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. Ну, казалось бы,
Здесь, в общем-то, эти слова, они каждому дороги, каждый наверняка на каком-то уровне их воспринимает, потому что семья, она является незыблемой ценностью, вечной ценностью, потому что это на самом деле источник нашего рода. А если говорить о связях, то род, народ — это все слова однокоренные. Естественно, мы, как единый народ, как единое государство, понимаем, что семья — это и основа государства. Брак — это институт, который необходимо развивать в нашем обществе, потому что сегодня статистика нам говорит о том, что очень много людей не вступают в брак. Для них безответственные отношения сегодня, принятые в обществе, не считаются аморальными, и, в принципе, многие люди нацелены на то, чтобы не только узаконить свои отношения, но и, в принципе, допускаются разводы. И разводы на сегодняшний день очень частое явление в нашем обществе. А вот что касается бережного отношения к жизни человека и заботы о продолжении рода, то всегда мы должны помнить, что безответственные отношения, но прежде всего отражается на потомстве, на детях. А дети — это незыблемая ценность тоже. И мы очень хорошо понимаем, как дети наши страдать могут от того, что супружеские отношения распадаются, что папа и мама вдруг становятся чужими людьми, дети становятся жертвами конфликтов, одиночества и, в общем-то, очень часто являются заложниками ситуации. А все это отражается и на их развитии, на их учебе, на развитии, на формировании их личности, на их социализации в обществе. Очень много социальных явлений сегодня в подростковой и детской среде. И, как правило, дети не виноваты в том, что они ведут себя неподобающим образом. Их просто вовремя не научили любить, не просто вовремя не научили общаться в этом мире и, соответственно, относиться к ближнему как к самому себе, осуществляя вот заповедь Божью, которая на сегодняшний день утрачена из сознания представителей взрослого населения. Соответственно, не передается эта заповедь и детям. И сегодня, далее я бы хотела обратить внимание на то, что история жизни святых князей Петра и Февронии — это история верности, преданности, настоящей любви, способной на жертву ради любимого человека. История любви этой супружеской пары подробно описана величайшим автором XVI века Ермолаем Еразмом в древнерусской повести о Петре и Февронии. Согласно повести, супруги княжили в Муроме в конце XII – начале XIII века. Они жили счастливо и скончались в один день. Благоверный князь Петр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. А вот канонизация произошла в Церковном соборе в 1547 году. И знаем мы о том, что и в школьной программе в рамках литературного чтения повесть о Петре и Февронии изучалась детьми. Ну, естественно, она не является обязательным текстом для изучения, но, тем не менее, рекомендована данное к изучению произведение. И сегодня в рамках вот празднования, а праздник уже приближается, он будет 8 июля, день памяти святых Петра и Февронии, приурочен именно к государственному празднику, Дню семьи, любви и верности. И в 2008 году при поддержке супруги российского президента Светланы Медведевой был учрежден праздник. И этот праздник является частью забытых традиций нашего народа. Раньше в этот день совершались помолвки, а уже после окончания Петрова поста пары венчались в церкви. Мы прекрасно знаем, что в пост, да, церковь наша не венчает, браки не осуществлялись. А вот помолвка в этот день считалась очень хорошей традицией. Символом праздника стала простая и близкая каждому ромашка, символ лета, тепла, уюта, чистоты и невинности. Мы этот праздник чествуем и в рамках курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе. Есть определенная специальная тема, посвящена духовным традициям семьи. Именно там дети в 4 классе уже знакомятся с жизнью этих святых князей. И очень много вопросов всегда возникает с тем,
А каким образом вот это предание дошло до наших времен, что является легендой, а что является именно историческими какими-то фактами. То есть дети задают эти вопросы. И очень часто ребята на уроках знакомятся с жизнью этих великих людей, как, не только как святые люди, но это и князья. То есть это история нашего Отечества, которую мы не должны забывать ни в коем случае. И когда вот с ребятами говоришь, а кто видел памятник у нас на территории Стефановского собора, то есть у нас в нашем городе такой памятник, есть памятник в городе Муроме, где сегодня покоятся мощи святых Петра и Феврония Муромских. И вот, конечно же, это все наша история, это наша культура, это наши святыни. Посмотрите, пожалуйста, в городе Муроме на руках у князей два голубя. Голуби всегда символизировали тоже верность, да, то есть вот два голубка. Не случайно в народе говорят про мужа и жену, которые прожили долгие годы вместе, два голубочка. И вот этот памятник здесь тоже мы видим на этой фотографии, на этом изображении. Ну вот, естественно, очень много различных красивых картин, тоже можно в поиске, когда мы набираем в поиске, то мы видим, отражается очень много символичных таких вот изображений. И везде мы видим, каким образом люди одевались, да, в какие одежды. То есть, несмотря на то, что это князья, мы видим очень достаточно простую одежду, холщовую одежду, можно сказать. И несмотря на то, что действительно это, ну, может быть, для того времени были очень богатые люди, да, очень такие знатные люди, но тем не менее Феврония была простолюдинкой. И когда с ребятами разговариваешь о том, каким же образом вот так получилось, что князь женился на простолюдинке, и мы начинаем рассказывать историю Петра и Февронию о том, что на самом деле очень большие испытания претерпели они. И почему сегодня мы должны ориентироваться на эту семью как на идеал отечественных вот семейных традиций, что в этой семье нечто такое особенное, что необходимо помнить и в нашей жизни тоже использовать и уважать вот эти вот традиции. То есть Феврония, она изначально полюбила Петра и понимала, что при всей своей немощи Петр может погибнуть в греховности. То есть она видела его слабость его характера, его натуры. То есть он недостаточно уверовал в то время. А Феврония была глубоко верующей девушкой, она была прозорливой. В самом уже таком своем молодом возрасте она умела готовить исцеляющие напитки, которые помогали лечить различные заболевания. И когда Феврония узнала, что Петр очень сильно болен, то ей очень захотелось ему помочь, вылечить его. Ну, Петр к этому заболеванию отнесся, так скажем, очень серьезно, потому что ни один врач, никто им не мог его вылечить. И когда Феврония назвала себя той, которая смогла бы исцелить его от болезни, Петр очень обрадовался, но отнесся не совсем, может быть, серьезно к словам Февронии, в которых было сказано: излечишься, если возьмешь меня замуж. Петр вроде как пообещал, Феврония исцелила Петра, но предвидела ситуацию, что Петр может не сдержать свое слово, видела в нем вот эту слабость и немощь. И когда действительно Петр узнал, что ну никак не получится не жениться, то есть он понял, что девушка непростая, что девочка, несмотря на то, что она и простолюдинка, но она очень мудрая, и все, что она делает, неспроста и не случайно. И задумался Петр о своей жизни. И в тот же вечер, когда болезнь вернулась к нему, он задумался о том, что необходимо ему покаяться в том грехе, который он совершил. И началась как раз с этого момента история вечной любви. Потому что именно через покаяние Петр понял на самом деле, что ценность брака
И ценность любви, она иногда в духовном расчете, тот, который создала вот Феврония как ситуацию для того, чтобы он выбрал ее спутником жизни. Сегодня нам принято говорить, что все браки заключаются именно и должны заключаться именно по любви. А как же семья-то может родиться, если люди еще не прошли испытания? Любовь, она рождается в браке и созидается усилиями обоих супругов. И вот то чувство, которое влюбленность, очень часто молодые люди путают с любовью. И, естественно, брак в древние времена, он, естественно, был не сразу, и люди присматривались друг к другу. И вот это вот этот период от обручения до венчания, это как испытательный срок, когда люди в то же время работали над собой, они очень много молились, они думали о том, каким же образом им найти в себе те самые лучшие качества, которые помогут им в семейной жизни. Трудились таким образом над своими взаимоотношениями, и после этого уже приходили к осознанному браку, и которое увещевалось венчанием. А мы знаем, что венчание – это таинство церковное, которое созидает брак на небесах. И считается, что люди, которые повенчались, они будут в вечности едины и живы вместе, всегда навечно. И после того, как Петр покаялся в своем согрешении, он, конечно же, со всей ответственностью подошел к своему браку, взял в жены Февронию, но мы знаем, что во все времена люди сталкивались с проблемами не только внутри себя, но и с внешними проблемами. Очень много бояр, которые не приняли Февронию, были очень удручены тем, что Петр взял в жены простолюдинку. Можно сказать, насмехались над ней. Очень часто как-то вот относились без должного уважения. И мы, глядя на эту историю, понимаем, что во все времена были и завистники, и люди как недоброжелатели. И вот хочется, конечно, верить в то, что люди, которые вступают на путь брака, они должны внутренне к этому быть готовы, потому что это вот на самом деле люди сами по своей природе очень часто склонны к греху. И это все ведет к тому, что люди не могут совладать со своими какими-то внутренними проблемами, со своими страстями. И в браке созидается любовь огромным трудом, прежде всего в отношении самого себя. Наверное, это я уже повторяюсь, но тем не менее мне хочется еще раз, чтобы те, кто нас сегодня слушают, чтобы об этом помнили, и, может быть, те, кто будут со своими детьми общаться в семье, родители или же педагоги в школе, чтобы вот подчеркивали, что ничего в жизни легко не дается, все дается и все созидается трудом. И вот пример супругов как раз нам говорит о том, что люди в течение своей жизни могут быть и немощными, и грешными, и не всегда правыми, и ошибаться могут. Но самое главное – это стремление к тому образу, который нам дал Господь в своих святых угодниках. И вот это вот идеал святости. Сегодня мы говорим о том, что личность гражданина России, которая не только является, исповедует какие-то традиционные российского государства ценности, но также и религиозные ценности. И будучи верующими людьми, это, конечно же, все это очень понятно и доступно. Те люди, которые сомневаются или относят себя к неверующим людям, конечно, может быть, возникнет некая ситуация, когда человек будет не согласен, ну, вот с этим идеалом святости. Ну и, в общем-то, у каждого в жизни есть свой выбор, да. Но чтобы донести правильно вот это святое предание до ребенка, до его понимания и воспитывать его как человека, который уважает семейные традиции, ценности, а в будущем создает свою семью, вот эта истина, ну, конечно, каждым должна быть усвоена, что это огромный большой труд, да, что это два вала, которые в одной упряжке несут все тяготы
семейной жизни до конца своих дней. Это очень трудно, очень ответственно и очень важно. И те, которые вступают в брак для того, чтобы получить удовольствие, получить разнообразие, получить славу какую-то, еще что-то, может быть, богатство от кого-то, это все, конечно же, не те ценности, да, не те истинные ценности, которые на сегодняшний день мы сегодня с вами пропагандируем в нашей образовательной среде и в том числе и семейной среде. Что такое семья? Семья от слова «семя». Семя, посаженное с любовью, обязательно должно принести добрые плоды. Если же мы рассматриваем семья как семья, то тогда в нашей семье могут быть каждый эгоист, который хочет, чтобы свое «я» было на первом месте. Вот это тоже такое вот светское восприятие этого понятия «семья» и духовное восприятие термина «семья». Петр и Феврония, они нам показали и преподнесли очень много уроков. Феврония никогда не обижалась на бояр, она всегда говорила суженому своему: не обращай внимания, не нужно сердиться. То есть люди, они сами такие, какие есть. И когда крошечки со стола она сгребла и показала всем, что, оказывается, в руке ее вместо крошечек оказались драгоценные камни, да, легенда нам об этом говорит, что это совершилось такое чудо на глазах у бояр, то все поняли, что действительно Феврония, она непростая и очень не только мудрая, да, и прозорливая, но еще и чистая, и, может быть, даже где-то прямо святая. Но, тем не менее, вот эти раздоры, разногласия, конфликты сделали свое дело, и Февронии пришлось быть изгнанной, и Петр, в общем-то, вместе с ней был в уединении какое-то время, он ушел, отказался от своего трона, отказался от своего княжества, отказался от своего богатства, от своего дома, крова своего, да, то есть и он пошел с Февронией там, где он оказался в одиночестве, очень скорбел, очень переживал. Но Феврония сказала ему о том, что вот посмотри, веточка, здесь не может быть, здесь сухой пень. Ну, как чудом Господь может сделать так, что на этом сухом пне расцветет живая веточка. И не дождешься ты, может быть, даже еще и провидение свыше, как появятся люди, которые будут тебе нуждаться, и ты снова вернешься в то место, куда поставил тебя Господь. И так оно и случилось. Несколько буквально какой-то период времени бояре ругались за то, чтобы кому же будет принадлежать трон, но тем не менее все это не увенчалось успехом, все они поняли, что без Петра и Февронии княжить будет невозможно. И Петр и Феврония вернулись снова в то лоно, где они смогли выполнить свой долг перед Отечеством, перед своим народом, где они достойно выполнили все свои обязательства, что они в целомудрии жили и в верности долгие годы, и поэтому решили, что, послужив Отечеству, необходимо послужить и Богу. И поэтому, когда они уже в конце жизни, выполнив свой долг, возможно, они и детей родили, хотя об этом в предании нигде не говорится. И как раз вот этот факт, что не говорится о детях, подчеркивает, что супружеские отношения в семье, они первостепенное значение имеют. То есть на первом месте это муж и жена, их отношения, их пространство, их забота друг о друге, их распределение обязанностей, ролей, это их послушание друг другу, да, вот это вот первично. А уже дети на примере родителей могут всему этому научиться. И в этой семье уже детям гораздо легче на примере родителей воспринимать все, как говорится, добрые дела и добрые слова. И вот как раз много мы знаем в истории нашего Отечества пример семейных таких пар, где именно говорится о рождении детей, да, и вот, например, взять святых, допустим, Дмитрия Донского и его супругу Ефросинью, у которых родилось 12 детей, да, это тоже пример святых родителей, но тем не менее
День семьи, любви и верности, в основе лежит праздник Петра и Февронии Муромских, у которых мы не знаем о том, сколько детей родилось, родились ли дети, как они их воспитывали. Говорится только о том, что они выполнили свой долг и в конце своей жизни решили уже посвятить Богу, ушли в разные монастыри. И когда Феврония ждала вот какого-то знака, они договорились уже, что умрут они в один день, в один час. И Феврония ждала этого знака свыше, она дошивала делала последние стишки, когда вышивала икону Пресвятой Богородицу. Она обращалась к ней мысленно и говорила о том, что если Господь нас призовет, то мы должны обязательно быть похоронены вместе. Люди, к сожалению, не выполнили этот завет и похоронили в разных местах. Но когда случилось чудо, и несколько раз это чудо вот в течение жизни вот этих добрых супругов совершалось, то люди поняли, что даже смерть не может разлучить этих святых угодников Божьих. Их благочестие, их святость уже проявилась уже здесь, на земле. И вот эта жизнь, это житие, оно является для нас всем нам неким уроком, этой некой мудростью, как нужно относиться в браке друг к другу, почему необходимо очень почитать и любить друг друга, почему необходимо показывать пример нам. Я уже говорила о том, что дети смотрят на нас и берут пример. И они учатся, как выстраивать и поддерживать отношения. Воспитывать нужно взрослых, а не детей. И не знаю, как вы, но мне бы хотелось, чтобы наши дети выросли с моральными, здоровыми отношениями, чтобы они имели понятие о том, что такое семья. Именно поэтому здоровые отношения являются приоритетными, потому что для нас все-таки брак и супружество должно быть тем фактором, который будет залогом здорового ребенка, здоровой личности наших потомков. И мы, конечно же, с утра до вечера, наверное, озабочены какими-то житейскими проблемами, иногда забываем говорить спасибо друг другу, иногда говорим, может быть, не совсем так, как хотелось бы, да, может быть, очень часто сожалеем об этом. Мне кажется, нужно уметь просить прощения. И вот это очень важный фактор в семье, во взаимоотношениях. Если дети видят, что родители друг у друга просят прощения, и у них, что в этом не проявление слабости, а в этом проявление силы как раз, что в этом и есть вот эта мудрость житейская, когда именно сильный будет первым осознавать, что он где-то в чем-то не прав. И тогда каждому будет хотеться, желать того, чтобы мир в семье, как великая драгоценность, чтобы никакими силами ее не спугнуть, вот эту птичку счастья семейного. Птица счастья – это та атмосфера в семье, которая связана с взаимопониманием, с уважением, и тогда уже как следствием любовью. А любовь не может быть без верности. И вот это тоже качество, верность друг другу, оно сегодня созидается в тех семьях, где истинные ценности провозглашаются и где принимаются они наверное, не умом, а в большей степени сердцем. И что такое ромашка? Ромашка – это символ как раз вот этой чистоты, простоты, доброты, вот той любви, которая не может быть не настолько громко, да, о которой говорят, а именно та, которая в действии, в делах видна. И когда супруги проживают всю жизнь вместе, они становятся друг на друга похожи. Иногда в молчании они уже друг другу настолько рады, что им и говорить-то ничего не нужно, да, вот это вот мы знаем, и в современном мире встречаются такие семьи, когда по фотографиям даже видно, что они уже начинают вот быть настолько родными, одной плотью, одним телом, и где жена является помощником, где глава семьи муж, который отвечает за все, что происходит, и, соответственно, принимается решение на семейном совете, но в любом случае отвечать должен
главный человек, единственный, который берет на себя полную меру ответственности за все, что происходит. А очень часто воспринимается главенство как деспотизм. То есть совершенно неправильно воспринимаются те ценности, которые в нашем обществе созидались и выстраивались, можно сказать, и сегодня являются для нас неким образцом для подражания. Ну, в нашем соборе, в наших церквях достаточно много, конечно, икон, которые символизируют образ святых супругов, которым сегодня поклоняются. И, например, если ехать в город Муром к святым мощам Петра и Февронии, очень многие пары, которые ищут какую-то для себя поддержку и своими молитвенными обращениями получают эту помощь от Бога по молитвам святых угодников Петра и Февронии Муромских. Всем я от души желаю семейного счастья, благополучия, веры, любви, верности, умение прощать, умение любить. Это очень важно для нас сегодня всех. Если у вас какие-то есть, может быть, вопросы, может быть, пожелания, может быть, какие-то у вас есть сегодня рекомендации для нас, мы, конечно же, в чате уже вот сейчас готовы прочитать. Если же не появятся вопросы, то мы надеемся, что этот праздник обязательно будет принят во внимание, что наши педагоги и родители будут помнить об этом дне, что этот праздник действительно станет символом семьи, любви и верности, и наши ромашки, которые сейчас уже начинают расцветать, будут самым добрым и искренним, может быть, подарком, жестом в наших любовных взаимоотношениях. Стремитесь делать добро, стремитесь любить друг друга, и обязательно семейное счастье, как клад, обязательно придет в вашу семью. Благодарю вас за внимание. Всего доброго.